Здравствуйте, Андрей Иванович. И давайте мы с вами начнем разговор не как с мэром города Львова, а все-таки как с лидером политической партии. По вашему мнению, что сейчас происходит вот в этом треугольнике: президент, кабинет министров, Верховный Совет Украины? В моем понимании такого хорошего контакта, который есть между президентом и главой правительства, не было никогда за 25 лет независимости. Они каждый день общаются, они вместе решают стратегические вопросы. Но иногда у них разногласия, но эти разногласия, они не как у политиков, мне кажется, а они разногласия как у бизнесменов. Это большая проблема украинской политики, что у нас очень много людей, которые имеют опыт бизнеса, пошли в политику, и они не могут понять разницы. Потому что бизнес — это немножко другое. Политика надо быть выше. И вот мне кажется, что вот на этом нижнем уровне они все работают. И это, честно говоря, плохо для страны. Верховный Совет начинал красиво, потому что было подписано коалиционное соглашение. Но потом это коалиционное соглашение начали забывать. И у нас были голосования в парламенте, когда, допустим, две фракции голосуют за какое-то решение, 3 против, и коалиция считает, что это нормально. А это ненормально, это абсурд. И эта трещина, она началась буквально, мне кажется, больше полугода назад. Если на сегодняшний день парламент и коалиция не найдет мужества смотреть правде в глаза, потому что доверия к правительству сегодня нету. Больше 70% граждан страны, они очень негативно реагируют на правительство. Что надо? Надо, переподписать соглашение о коалиции, учитывая тот опыт и негативный также. Что изменить надо, если переподписывать? Понимаете, нету понимания вин-вин, что надо вместе работать, вместе побеждать. Вот в моем понимании сегодня доминирует позиция: а можно обмануть? Ну, обмануть можно раз. А вот большие две фракции, Блок Порошенко и Народный фронт, они считают вот хитрость основой. Это нельзя делать. То есть один раз уже кто-то кого-то обманул, и надо останавливаться? Уже было не раз, и не два, и не 3. Поэтому, в принципе, если бы такая ситуация была, допустим, или в Чехии, или там, допустим, или в Польше, я думаю, уже, наверное, были бы перевыборы. А в Италии это вообще, да? У нас есть сложная ситуация в чем? Что часть территории находится в оккупации. Есть российские солдаты на нашей территории. Это еще один вопрос, что агрессор на нашей территории, а у нас нет войны. У нас антитеррористическая операция. Но я могу понять, когда она длится там день, 2, неделю, уже больше года. Это тоже небольшая шизофрения, мне кажется, да, даже большая, наверное. Поэтому вот эти вот двойные, тройные стандарты, они очень губительны для страны. Поэтому мы бьем в набат. Будет новое подписание коалиции, будет новое правительство с новым премьером, мы готовы быть в коалиции. Если этого не будет, до свидания. Ну вот у самопомощи есть конкретные люди, которые, по вашему мнению, готовы возглавить правительство и работать министрами в этой стране? Да, конечно. Вы готовы сказать, кто это? Если не будет нового правительства, конечно, мы будем идти последовательно, потому что или ты находишься в правительстве, или ты в оппозиции. Нету между этих двух плоскостей. Поэтому я все-таки где-то еще имею надежду, что реалии и реальность победят, здравый смысл победит, и мы получим новое правительство. Для этого нужна твердая позиция президента, потому что он имеет самое большое количество голосов в парламенте. Вторая фракция — Народный фронт, куда входит тот же Яценюк, который сегодня премьером. Есть лидеры этой фракции, и Турчинов, есть Аваков, много других людей. Они должны понимать ответственность за страну, потому что мы сегодня как мантру говорим: реформы, реформы, реформы.
а жизнь людей становится хуже, 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 люди беднеют, беднеют и беднеют. И люди это видят, потому что вы же посмотрите, мы говорим в нашей стране о режимах, о преступной власти. Говорим, преступная власть там одна, преступная власть вторая. Ну, если говорить о правительстве Януковича, да? Кто-то из этих людей сегодня понес наказание в стране? Никто. А может, кто-то понес наказание за расстрел Небесной Сотни на Майдане? Никто. А может, кто-то понес наказание за Иловайский котел? За Дебальцевскую трагедию? Почему нет? Потому что коррупция, потому что политическая коррупция, потому что, наверное, нити тянутся очень высоко, поэтому все это прикрывается наградами, как у нас все хорошо, а я не вижу этого хорошо. Результатом революции достоинства стала возможность говорить правду. Понимаете? И только правда, она побеждает. Поэтому молчать мы не будем. Мы будем последовательны. Если не будет нового правительства, мы будем работать альтернативно, будем предлагать свои другие формы, но, конечно, согласно нашей Конституции. То есть мы возвращаемся к теме внеочередных выборов, которые, по вашему мнению, будут в Украине в ближайшее время? Или это так просто сценарий Это поговорить? зависит исключительно от одного человека, от президента. Если он поймет моментум, если он даст импульс на перезагруз работы правительства, на нового премьера, потому что он имеет большинство в парламенте, тогда этих досрочных выборов можно избежать. Если все закроют глаза и будут говорить, что ничего не происходит, все прекрасно, ну, понимаете, вот это чувство выборов, оно сегодня в парламенте есть, новых выборов. Поэтому, когда они будут, или осенью, или когда, но мне кажется, что это тоже выход из ситуации, потому что если парламент не в состоянии преодолеть кризис, а мы же страна парламентско-президентская, тогда новые выборы, приходит новый парламент, который избирает новое правительство. У вас неплохие, как я понимаю, отношения с губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. И на днях появился рейтинг виртуального блока Саакашвили, который в случае, я так понимаю, участия в выборах где-то сравнивается с рейтингом самопомощи. Вот это как бы означает, что слишком мало одной партии с новыми людьми, с новыми лицами в парламенте? Я не люблю говорить, а что будет, если будет. Я Михаила Саакашвили знаю еще с тех времен, когда он работал президентом Грузии. И он приехал в Украину помочь стране. И его желание побороть коррупцию, оно максимально поддерживается, потому что он это увидел своим взглядом. Мы это чувствуем каждый день. Потому что сколько бы мы ни говорили о борьбе с коррупцией, она сама себя не уничтожит. У нас одна проблема. У нас почему-то, говоря о коррупции, забывают говорить, что она начинается с политической коррупции. А за 25 лет вы не назовете ни одного случая, когда бы кто-то был наказан за политическую коррупцию. Когда продают места в парламенте, в списке, когда продают решения, должности. Понимаете, многие этого не хотят видеть, но это есть. Это большая проблема. Саакашвили пригласил президент. Он сегодня работает в его команде. Он губернатор Одесской области. И я не знаю, что он будет и как он будет строить, но если это будет что-то хорошее, я всегда рад ему помочь, потому что он человек с хорошим опытом. После ситуации с заявлением министра экономического развития последовало несколько таких довольно-таки острых комментариев, как со стороны дипломатов иностранных, так и со стороны организаций, в которых Украина заинтересована, вот как, например, Международный валютный фонд. Да, вот вы общаетесь с иностранными дипломатами. Скажите, пожалуйста, насколько их мнение о реформах в Украине и о международных перспективах Украины совпадает вот с этими радужными заявлениями наших властей о том, что за граница нам поможет, безвизовый режим вот-вот уже скоро, всем будет хорошо?
Надо, конечно, прислушиваться к мнению наших партнеров, наших коллег, но надо самостоятельно принимать решения, потому что каждая страна, она смотрит на Украину через свои интересы, потому что каждая страна имеет свои интересы. Поэтому если мы не будем делать хорошо наши домашние задания, нам никто ничего не поможет. И эти слова Айвареса, они очень серьезно сделали такую стряску. Чем закончилось? Пока ничем. Понимаете? Как-то пытаются это загладить, что все хорошо, а не хорошо. Я это знаю из средины. Потому что Айварес, он это тоже почувствовал, потому что новый человек в украинской политике. И это видно каждый день, когда идет не лоббизм, а проталкивание решений в пользу того или конкретного человека. Поэтому неприятно об этом говорить, но молчать об этом, я считаю, есть преступлением. То есть вот сейчас вы уже говорили как мэр города Львова, да, которому нужно так или иначе работать и с правительством, и с парламентом, и с администрацией президента. Вы уже не первый год мэр. Вот просто сравните, пожалуйста, вот ситуацию, там, например, за последние 5 лет. Честно? Да. Я не знаю, ли это вам понравится, но за последний год мне стало работать намного труднее. Мои коллеги, которые сегодня в парламенте, они всегда занимают очень жесткую, твердую проукраинскую позицию. И многие министры, с которыми мне приходится общаться и как мэр города для решения городских вопросов, они пробуют на меня поддавливать. Вот я там готов помочь городу, но ты вот поговори со своими коллегами-депутатами, чтобы они были лояльны к такому-то закону, который мы там хотим через парламент провести. Я говорю, друзья, этого не будет, потому что депутаты, они принимают решения умные, они не будут поддаваться под давление. Я говорю, ах, ты не хочешь? Тогда мы не будем тебе помогать. Вот что Львов, например, потерял за прошлый год через такую позицию? Ну, смотрите, мы до сегодняшнего дня от государства не можем получить долг об тех работах, которые делались за госденьги еще на чемпионат мира Европы по футболу. Это 150 миллионов гривен, их не отдают, потому что мне делают такие ультимативные, знаете, заявления. Вот если самопомощь будет хорошо работать в пользу того или другого министра, тогда отдадим. Но это шантаж, если честно. Это очень неприятно. Я не вижу помощи по каким-то конкретным проектам. Потому что пишешь письма, обращаешься лично, это забывается на следующий день. Тобто я не вижу координации качественной. И, честно говоря, если сравнивать, я работал с многими президентами, с многими правительствами. Мне кажется, что с этим правительством очень сложно работать. Оно, наверное, самое сложное. У него просто нет времени на работу, или вот они занимаются политикой? Они не могут понять, что можно закрыть любое министерство на 3 месяца, никто даже в стране внимания не обратит. А если город не будет качественно работать, хотя бы полдня, люди сразу выйдут на улицы, потому что на нас лежит ответственность. Миллионный город, таких городов много в нашей стране. Вообще местное самоуправление – это фундамент нашей страны. Многие министры это вообще не понимают. Они не понимают, что это такое. Но это плохо, это больно, потому что у людей нет опыта. Знаете, все-таки на министерские должности должны приходить люди, которые имеют какой-то политический опыт, которые знают жизнь в стране изнутри, а не через решения какие-то, там, через просто разговоры. Надо быть вместе с людьми, надо общаться с людьми, надо ездить. Как-то раньше приезжали, сейчас уже в последнее время даже не ездят министры. Они закрывают в своих кабинетах, что-то там думают, решают. Потом мы получаем эти решения, они абсурдные. Я говорю, почему это приняли? Это же глупо. Да, а мы думали, что это хорошо. Я говорю, это глупо, они потом это меняют. Ну, а как же обещанная децентрализация? Бла-бла-бла. Много говорят. Но учитывая, что города за последний год немножко больше получили денег, сегодня правительство работает над тем, как это деньги с городов забрать. Да?
там, передать на финансирование городов профтехобразования. Принимают решение, потом понимают, что неправильное, потом его доделывают. Тут координация отсутствует. Это очень большая проблема, потому что, понимаете, у нас же сегодня Конституция, которая дает верховенство парламенту, что мы живем в стране, где парламентская, президентская форма правления. А де-факто больше полномочий имеет президент, потому что кроме полномочий президента, он еще имеет самую большую фракцию в парламенте, и через эту фракцию тоже контролирует, даже руководит правительством. И у нас получается два премьера. Премьер Порошенко и премьер Яценюк. Вот они это все вместе там делят, разговаривают. Ну, короче, человека, который не знает специфики Украины, разобраться трудно. Скажите, пожалуйста, фракция «Самопомощи» категорически против особого статуса для оккупированных территорий Донецкой и Луганской области. Почему? Если на территории оккупированных территорий находится больше 8 тысяч российских солдат, как можно этой территории давать особенный статус? Это территория, которая находится в оккупации, и оккупант несет ответственность за жизнь тех людей, которых он фактически взял в плен. Какой можно делать там статус? Это абсурд в моем понимании. И если кто-то хочет, чтобы этого троянского коня мы получили к себе, и он начал разлагать всю страну, это нельзя делать. Какой выход из той ситуации, которая сложилась? У нас идет война, которую никто в стране не называет войной, и народ не понимает, что происходит, и сколько это еще будет длиться. Есть часть задачи, которую надо делать здесь в Украине, и часть задачи, которую надо делать в мире. Если говорить об Украине, конечно, надо, чтобы люди жили лучше. И войну с Россией мы выиграем тогда, когда уровень жизни в стране будет в 2 раза выше, чем в России. Это борьба с коррупцией, это экономические реформы, это работа в интересах людей. Второй вопрос – это сама война. Да, конечно, я не говорю даже о военных силах наших, они должны быть на 2 головы выше, чем они сегодня есть, и там динамика позитивная, я бы так сказал, да? Второй вопрос. Минск-1, Минск-2, Минск-3, там, Минск-5, 10, не знаю, сколько их там будет. Мне кажется, что это неправильный путь. Не работает. А он не работает. Мы уже это видим, да? Поговорите с господином Кравчуком, президентом. Он, когда подписывал или там инициировал Будапештский меморандум, он был уверен, что это идет разговор о безопасности страны на все последующие столетия. Надо брать за основу Будапештский меморандум, где есть Америка, где есть Англия, и только на основе этого формата находить возможность решения проблемы, которая сегодня есть, большой проблемы. Потому что одна из стран, которая гарантировала нашу безопасность, напала на нас. Крым в оккупации, часть Донецкой области в оккупации, Луганская в оккупации. Второй в мире потенциал ядерного вооружения Украина отдала. Есть ли другие примеры в мире? Нету. Если это не будет сделано, ни одна страна в мире не будет после этого готова подписывать какие-либо соглашения, потому что самые ведущие страны мира, Англия и Америка, сказали: окей, мы гарантируем. А где гарантии? А гарантий нету.